Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – основы безопасности программного обеспечения. Безопасность – это положение, при котором кому-либо или чему-либо не угрожает опасность. Безопасность программного обеспечения в широком смысле является свойством данного программного обеспечения функционировать без проявления различных негативных последствий для конкретной компьютерной системы. Под уровнем безопасности ПО понимается вероятность того, что при заданных условиях в процессе его эксплуатации будет получен функционально пригодный результат. Причины, приводящие к функционально непригодному результату, могут быть разными. Сбои компьютерных систем, ошибки программистов и операторов, дефекты в программном обеспечении. При этом дефекты принято рассматривать двух типов – преднамеренные и непреднамеренные. Первые являются, как правило, результатом злоумышленных действий, вторые – ошибочных действий человека. При исследовании проблем защиты программного обеспечения от преднамеренных дефектов неизбежна постановка следующих вопросов. Кто потенциально может осуществить практическое внедрение программных дефектов деструктивного воздействия в исполняемый программный код? Каковы возможные мотивы действий субъекта, осуществляющего разработку таких дефектов? Как можно идентифицировать наличие программного дефекта? Как можно отличить преднамеренный программный дефект от программной ошибки? Каковы наиболее вероятные последствия активизации деструктивных программных средств при эксплуатации компьютерных систем? Источниками преднамеренного дефекта считаются непосредственные разработчики алгоритмов и программ для компьютерных систем. Они хорошо знакомы с технологией разработки программных средств, имеют опыт разработки алгоритмов и программ для конкретных прикладных систем, знают тонкости существующей технологии отработки и испытаний программных компонентов и представляют особенности эксплуатации и целевого применения разрабатываемого ПО. Кроме того, при эксплуатации программных комплексов возможен следующий примерный алгоритм внесения программного дефекта. Дизассемблирование исполняемого программного кода, получение исходного текста, привнесение в него деструктивной программы, повторная компиляция, корректировка идентификационных признаков программы в связи с необходимостью получения программы, схожей с оригиналом. Таким образом, манипуляции подобного рода могут сделать и посторонние высококлассные программисты, имеющие опыт разработки и отладки программ на ассемблерном уровне. В качестве предположений при ответе на преднамеренный дефект следует отметить, что алгоритмические и программные закладки могут быть реализованы в составе программного компонента вследствие следующих факторов. В результате инициативных злоумышленных действий непосредственных разработчиков алгоритмов и программ. В результате штатной деятельности специальных служб и организаций, а также отдельных злоумышленников. В результате применения инструментальных средств проектирования ПО, несущих вредоносное свойство автоматической генерации деструктивных программных средств. Для описания мотивов злоумышленных действий при разработке программных компонентов необходим психологический портрет злоумышленника, что требует проведения специальных исследований психологов и криминологов в области психологии программирования. Однако некоторые мотивы очевидны уже сейчас и могут диктоваться следующим. Неустойчивым психологическим состоянием алгоритмистов и программистов, обусловленным сложностью взаимоотношений в коллективе, перспективой потерять работу, резким снижением уровня благосостояния, отсутствием уверенности в завтрашнем дне и тому подобное, в результате чего может возникнуть, а впоследствии быть реализована мысль отмщения. Неудовлетворенностью личных амбиций непосредственного разработчика алгоритма или программы, считающего себя непризнанным талантом,
в результате чего может появиться стремление доказать и показать кому-либо, в том числе и самому себе, таким способом свои высокие интеллектуальные возможности. Перспективой выезда за границу на постоянное место жительства. Перспективой перехода в другую организацию, например, конкурирующую, с надеждой получить вознаграждение за сведения о программной закладке и механизме ее активизации, а также возможностью таким способом заблокировать применение определенного класса программных средств по избранному месту жительства. Потенциальной возможностью получить вознаграждение за устранение возникшего при испытаниях или эксплуатации системы программного отказа и тому подобное. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в конструировании вредоносной программы так или иначе присутствует притягательное творческое начало, которое само по себе может стать целью. При этом сам творец может слабо представлять все возможные результаты и последствия применения своей конструкции, либо вообще не задумываться о них. В 1975 году Джерри Зальцер и Майкл Шрёдер в статье «Защита информации в компьютерных системах» впервые предложили разделить нарушения безопасности на 3 основных категории. Неавторизованное раскрытие информации, неавторизованное изменение информации и неавторизованный отказ в доступе к информации. Позднее эти категории получили краткие наименования и стандартизированные определения. Confidentiality, с английского конфиденциальность, свойство информации быть недоступной или закрытой для неавторизованных лиц, сущностей или процессов. Integrity, с английского целостность, свойство сохранения правильности и полноты активов. Availability, с английского доступность, свойство информации быть доступной и готовой к использованию по запросу авторизованного субъекта, имеющего на это право. Доступность – это гарантия получения требуемой информации или информационной услуги пользователем за определенное время. Согласно этому принципу, информация должна быть доступна авторизованным лицам, когда это необходимо. Основными факторами, влияющими на доступность информационных систем, являются DOS-атаки. Аббревиатура от Denial of Service, с английского «отказ в обслуживании». Атаки программ-вымогателей, саботаж. Кроме того, источником угроз доступности являются непреднамеренные человеческие ошибки по оплошности или из-за недостаточной профессиональной подготовки. Случайное удаление файлов или записей в базах данных, ошибочные настройки систем, отказ в обслуживании в результате превышения допустимой мощности или недостатка ресурсов оборудования, либо аварии сетей связи, неудачно проведенное обновление аппаратного или программного обеспечения, отключение системы из-за аварий энергоснабжения. Существенную роль в нарушении доступности играют также природные катастрофы – землетрясения, смерчи, ураганы, пожары, наводнения и тому подобные явления. Во всех случаях конечный пользователь теряет доступ к информации, необходимой для его деятельности, возникает вынужденный простой. Критичность системы для пользователя, ее важность для выживания организации в целом определяют степень воздействия времени простоя. Недостаточные меры безопасности увеличивают риск поражения вредоносными программами, уничтожения данных, проникновения извне или DOS-атак. Подобные инциденты могут сделать системы недоступными для обычных пользователей. Целостность – гарантия того, что информация сейчас существует в ее исходном виде, то есть при ее хранении или передаче не было произведено несанкционированных изменений. Четкое осуществление операций или принятие верных решений в организации возможно лишь на основе достоверных данных, хранящихся в файлах, базах данных или системах, либо транслируемых по компьютерным сетям.
Иными словами, информация должна быть защищена от намеренного, несанкционированного или случайного изменения по сравнению с исходным состоянием, а также от каких-либо искажений в процессе хранения, передачи или обработки. Однако ее целостности угрожают компьютерные вирусы и логические бомбы, ошибки программирования и вредоносные изменения программного кода, подмена данных, неавторизованный доступ, бэкдоры и тому подобное. Помимо преднамеренных действий, во многих случаях неавторизованные изменения важной информации возникают в результате технических сбоев или человеческих ошибок по оплошности или из-за недостаточной профессиональной подготовки. Например, к нарушению целостности ведут случайное удаление файлов, ввод ошибочных значений, изменение настроек, выполнение некорректных команд, причем как рядовыми пользователями, так и системными администраторами. Для защиты целостности информации необходимо применение множества разнообразных мер контроля и управления изменениями информации и обрабатывающих ее систем. Типичным примером таких мер является ограничение круга лиц с правами на изменения лишь теми, кому такой доступ необходим для выполнения служебных обязанностей. При этом следует соблюдать принцип разграничения полномочий, согласно которому изменения в данные или информационную систему вносит одно лицо, а подтверждает их или отклоняет другое. Кроме того, любые изменения в ходе жизненного цикла информационных систем должны быть согласованы, протестированы на предмет обеспечения информационной целостности и внесены в систему только корректно сформированными транзакциями. Обновление программного обеспечения необходимо производить с соблюдением мер безопасности. Любые действия, влекущие изменения, должны быть обязательно протоколированы. Ну и конфиденциальность – гарантия доступности конкретной информации только тому кругу лиц, для кого она предназначена. Конфиденциальность информации достигается предоставлением к ней доступа с наименьшими привилегиями, исходя из принципа минимальной необходимой осведомленности. Иными словами, авторизованное лицо должно иметь доступ только к той информации, которая ему необходима для исполнения своих должностных обязанностей. Упомянутые выше преступления против неприкосновенности частной жизни, такие как кража личности, являются нарушениями конфиденциальности. Одной из важнейших мер обеспечения конфиденциальности является классификация информации, которая позволяет отнести ее к строго конфиденциальной или предназначенной для публичного либо внутреннего пользования. Шифрование информации – это характерный пример одного из средств обеспечения конфиденциальности. Несанкционированный доступ – действия, нарушающие установленный порядок доступа или правила разграничения, доступ к программам и данным, которые получают абоненты, которые не прошли регистрацию и не имеют права на ознакомление или работу с этими ресурсами. Киберпреступники могут получить несанкционированный доступ, проведя атаку на сайты или веб-приложения. Это становится возможным, если сайт заражен вредоносными программами, взломан или имеет незакрытые уязвимости. Кроме этого, ресурс может быть подвергнут DDoS-атаке. Также злоумышленники могут получить доступ к информации, перехватив данные с помощью шпионских программ или сниферов. Уязвимое программное обеспечение и его последующий взлом являются частой причиной несанкционированного доступа к данным. Другие распространенные варианты – использование брутфорса для подбора паролей к административным учетным записям или применение социальной инженерии. Допущенные ошибки при настройке программ и несанкционированное отделом информационной безопасности программное обеспечение дополняют список популярных проблем, открывающих серьезные бреши в безопасности. Причины возникновения несанкционированного доступа могут быть следующими. Неверно настроена система контроля доступа к определенным базам данных. Фактическую ответственность несет администратор или другое, занимающееся соответствующим вопросом лицо. Наблюдаются пробелы в организации защиты различных средств авторизации
Это могут быть легко угадываемые пароли, автоматическое сохранение данных, используемых для авторизации в конкретной системе, сохранение логина и прочих сведений в общедоступном месте и так далее. Используется устаревшее программное обеспечение, появляются ошибки или конфликты ПО. Проблема решается своевременным обновлением, установкой исключительно лицензионных версий программ, выполнением стандартных правил компьютерной безопасности, обращением к профильным специалистам. Происходит злоупотребление доверием или служебными полномочиями. Применяются трояны, клавиатурные шпионы и другие подобные средства, схожие с кибершпионажем. Защита программного обеспечения – это комплекс мер, направленных на защиту программного обеспечения от несанкционированного приобретения, использования, распространения, модифицирования, изучения и воссоздания аналогов. Защита от несанкционированного использования программ – система мер, направленных на противодействие нелегальному использованию программного обеспечения. При защите могут применяться организационные, юридические, программные и программно-аппаратные средства. Для защиты от несанкционированного доступа к программам и данным, хранящимся на компьютере, используются пароли. Компьютер разрешает доступ к своим ресурсам только тем пользователям, которые зарегистрированы и ввели правильный пароль. Каждому конкретному пользователю может быть разрешен доступ только к определенным информационным ресурсам. При этом может производиться регистрация всех попыток несанкционированного доступа. Защита с использованием пароля используется при загрузке операционной системы. Вход по паролю может быть установлен в программе BIOS Setup. Компьютер не начнет загрузку операционной системы, если не введен правильный пароль. Преодолеть такую защиту нелегко. От несанкционированного доступа может быть защищены каждый диск, каждая папка, каждый файл локального компьютера. Для них могут быть установлены определенные права доступа. Полный доступ, возможность внесения изменений, только чтение, запись и другие. Права могут быть различными для различных пользователей. С наступлением эпохи информационных технологий у человечества появилась целая масса новых, неведомых ему ранее проблем. Теперь, когда у каждого в кармане есть свой собственный телефон, кажется безрассудным и даже глупым не установить на него хотя бы пароль. В наше время каждый заботится о том, как же все-таки максимально эффективно защитить свои данные. Стремясь обезопасить личную информацию, человечество долгие годы разрабатывало все новые и новые системы защиты. Одной из наиболее эффективных подобных систем оказалась биометрическая защита. Биометрические технологии обеспечения безопасности все чаще и чаще становятся повседневными атрибутами жизни обычного человека. В последние годы они получили крайне широкое распространение в сфере производства мобильной техники. В смартфоны встраивают сканеры отпечатков пальцев, сканеры геометрии лица, распознаватели голоса. Все это делает жизнь обыкновенного пользователя намного удобнее, спокойнее и безопаснее. Точно такими же устройствами теперь очень часто оборудуют персональные компьютеры, умные дома и многую другую компьютеризованную технику. Шифрование. Обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц с предоставлением в это же время авторизованным пользователям доступа к ней. Главным образом шифрование служит задачей соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. Важной особенностью любого алгоритма шифрования является использование ключа, который утверждает выбор конкретного преобразования из совокупности возможных для данного алгоритма. С помощью шифрования обеспечиваются три состояния безопасности информации. Конфиденциальность. Шифрование используется для скрытия информации от неавторизованных пользователей при передаче или при хранении. Целостность. Шифрование используется для предотвращения изменения информации при передаче или хранении.
Идентифицируемость. Шифрование используется для аутентификации источника информации и предотвращения отказа отправителя информации от того факта, что данные были отправлены именно им. Аутентификация – это проверка подлинности предъявленного пользователем идентификатора. Идентификация программного обеспечения – это проверка и подтверждение подлинности и целостности программного обеспечения, выраженная в символах, буквах, цифрах, однозначно связанных с программным обеспечением. Авторизация – предоставление определенному лицу или группе лиц прав на выполнение определенных действий, а также процесс проверки подтверждения данных прав при попытке выполнения этих действий. Аудит информационной безопасности – это возможность понять, насколько хорошо или плохо защищены IT-активы компании. Эксперты по аудиту выполняют комплексную проверку состояния безопасности информационных систем клиента, выявляют слабые места и несоответствия. На основе собранной информации разрабатывается подробный отчет о состоянии защищенности программного обеспечения с рекомендациями по устранению недочетов, опираясь на лучшие мировые практики. Выполнив рекомендации экспертов, ваша инфраструктура будет удовлетворять самым высоким требованиям безопасности. Антивирусная программа. Это специализированная программа для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных программ и восстановления зараженных такими программами файлов и профилактики, предотвращения заражения файлов или операционной системы вредоносным кодом. И на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Увидимся на следующих уроках. Спасибо за внимание.